Лукашысцкія бандфармаванні пачалі фабрыкаваць справы і саджаць нават сваіх. Медведзеў піша чарговы ліст да украінцаў, а Руслан Алехно прапануе беларусам заткнуцца і не лезці ў палітыку. Паважанае спадарства, добрый вечар. Мяне зваць Дзміцер Міцкевіч, вы глядзіце праграму без акрэдытацыі. І менавіта гэтыя тэмы мы сёння будзем абмяркоўваць. І рабіць гэта са мной сёння будуць мае сябры і калегі. Валерыя Кірычева, рэдактар праекту «Вот так». Добрый вечар. Добрый вечер. Андрей Гапонік, былы супрацоўнік Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі. Добрый вечар. Добрый вечер. І Артём Брухан, былы супрацоўнік Берасцейскага аблвыканкама. Добрый вечер. Пачнем, давайте, напэўна, з найбольш гарачага. Самае цікавае, вось я паслухаў гэты зліў, там, канешне, шмат цікавых момантаў, але вось тое, што выкаціў байпол, па факце, значыць, што ўжо і да сваіх кадраў дабраліся лукашысты, прытым кашмарыць іх пачалі не па палітычных прычынах. Это у министра на контроле стоит, там, где он сосед одного из дочерей министра там, сельского хозяйства, так скажем. Поэтому там у них война между собой, сказали, что по ним поработать. Вот и все, работаем. А он БЧБшник, да? Ярый? Не. Он бывший сотрудник финансовой милиции. Ага. Сидел в тюрьме строгого режима по 209 части 3. Мошенничество. Да. Ну и вот у них ссоры, так сказать, там соседские. У мяне адразу ж пытанне, Андрей, да цябе. Скажы, калі ласка, наколькі да гэтага такія гісторыі былі распаўсюджаныя, і ці ты можаш прывесці нейкія яшчэ падобныя прыклады? Эти истории вообще не новинка, они использовались уже давно и характеризовали эту систему полностью всесторонне еще с начала, наверное, десятых, а может быть еще раньше, наверное, все-таки даже с 2000-х сначала. Вот. Другое дело, что мы как-то не обращали на это внимания, общество еще не было заинтересовано, наверное, в освещении этих событий, проблем и так далее. Ведь по большому счету, вот знаете, как говорят, там, вот милиционеры, там, милиция, представители силовых структур, они ответственны за то, что произошло как сформирование этой системы. Ведь каждый из членов нашего общества сформировал, внес свою лепту в формирование той или иной частички этой системы, с которой мы сейчас, режима, которым мы сейчас очень усиленно боремся. И еще долгий-долгий путь нам пройти. И не исключение никто абсолютно. Павел Латушко сделал положительный имидж этому режиму на внешней арене. Мы с Артемом, моим коллегой, делали положительный имидж со стороны силовых структур. Прокофьев делал положительный имидж страны в сфере там, ресторанного бизнеса и так далее. Сейчас мы все это расхлебываем. Главное, чтобы мы это осознали и так далее. А то, что это было, это однозначно. И я могу привести кучу таких примеров. Ну, например, в бытность моей работы сотрудники БЭПа очень часто получали задания от представителей там, руководящих структур об оказании давления на некие бизнес-структуры для того, чтобы те были более лояльны к силовым органам и оказывали какую-то спонсорскую помощь. Ну, это самый такой безобидный вариант. Ну, а были варианты, когда просто можно было выдавить бизнес с той или иной выгодной, значит, геолокации, где должна была быть, значит, претендовал кто-то другой. Поэтому такие случаи были. Доходило вообще до абсурда. Это такой, я думаю, не только в моем отделе такое присутствовало, но у меня был вообще абсурдный случай, когда происходил отчет одного из руководителей, отчетно-выборное собрание, и приходило, значит, пришло много людей, и собрание было очень значимое для того руководителя. Ему необходимо было любой ценой остаться, потому что это же перспективы дальнейшего возможности воспользоваться благами. Но на этом собрании присутствовал такой активный гражданин. Вот как манера у него была полностью полная. Я могу его сравнить с Андреем Пауком. То есть он задавал много вопросов,
вопросы каверзные, все по делу, и, естественно, руководитель всегда путался с показаниями, как говорят, ему было невыгодно этого человека, поэтому на все такие вот мероприятия всегда отправлялись сотрудники, которые отвечали за общественный порядок при проведении этих общественных, ну, не общественных мероприятий, этих руководящего состава. И до начала этого мероприятия ко мне подошел вот этот руководитель, который должен был отчитываться и переизбираться, выдвинуть свой кандидат, сказал, вот там такой вот человек, ему нужно как-то под каким-то предлогом вывести из зала или не допустить и так далее. Сейчас станет вопрос, а как же я поступил? Продал ли свою совесть? Строил ли я на тот момент режим? Я поступил, не знаю как, правильно или неправильно. Я сказал, зная, насколько щепетильно все относятся к указаниям Александра Григорьевича, бывшего президента, вот, и со страхом, и сказал, вообще-то он, подождите, ну, там, фамилию назвал, даже тот человек, у которого из многодетной семьи, да, говорю, да вы представляете, говорю, если вот сейчас я выведу представителя многодетной семьи, на которой такой, значит, опор делает Александр Григорьевич во время избирательной кампании, а он напишет жалобу, представляете, что произойдет? Он будет прямо здесь. Может, давайте как-то так. И руководитель, да, не дай бог, а он может написать, говорит. И в итоге дело закончилось тем, что человек остался, задавал эти вопросы. Ну, по крайней мере, вот этих вот надуманных задержаний, выводов и так далее не было. Ну, как бы вот такой пример был. Там таксама яшчэ адзін цікавы момант, што два зусім не апошніх чалавека, гледзячы па іх пагонах, даволі слаба разбіраюцца ў законе. Ну вось, напрыклад, гэты момант. Это мы составили 1911 по то, что у него в телефоне зарегистрировано на Nextu. На запрещенную, да? Да. Тут мне просто цікава, наколькі ўвогуле вось такая непісьменнасць у законах распаўсюджаная сярод супрацоўнікаў. Гэта реально павальна, альбо ну вот мы просто на нейкі такі выпадак, на нейкае выключэнне такое трапілі. Если, например, опуститься в отдел, рядовой отдел, где я работал, значит, из 100% сотрудников непосредственно с документацией и законодательной базой работает 30%, не больше. Поэтому именно вот эти 30% сотрудников и будут владеть наиболее грамотно этой законодательной базой. Остальные, знаете, у меня вот эта фраза, кстати, у нас она тоже среди лиц, которые сейчас эмигрировали, часто встречается эта фраза «мы публичные лица». Так вот, публичные лица, которые говорили, мы публичное лицо, допустим, РОВД, там-то, там-то, или там МВД. Так вот именно эти лица, зафиксирован разговор вот этих лиц, которые являются публичными. Пока закон для них, это там кодекс, лежит в кабинете, потому что надо, чтобы он лежал. Кстати, есть такая разнарядка, чтобы в каждом кабинете, я не знаю, как у Артема, моего собеседника, но у нас, например, надо было, чтобы в каждом кабинете лежал уголовный кодекс, административный. Ну, это с практической точки зрения было обусловлено, но мало кто ими пользовался. Поэтому я скажу так, что вот именно разговор тех лиц, которые зафиксированы, это именно те лица, так называемые публичные. И если они не встречаются с законом на практике, зачем им изучать и внедряться в какие-то там глубины? Тем более, как говорят сейчас, время такое, не до законов. Поэтому никто даже и усилий не делает, даже чисто косметически. Артём, скажи, калі ласка, увогуле вось гэтае звядзенне рахункаў унутры сістэмы, яно вось з твайго пункту гледжання, з таго, што ты бачыў, было распаўсюджаным? І, в прынцыпе, як там выбудоўваліся вось гэтыя стасункі? Там рэальна магло прылецець і пастаянна прылетала за нейкія асабістыя рэчы, якія, в прынцыпе, з працай-то і не звязаныя, як вось мы з гэтага зліву бачым? Ну, тут трэба адзначыць адзіны момант, што вось гэта яно было заўсёды, як калега сказаў, да, што заўсёды перавышалі свае паўнамоцтвы сілавыя органы для вырашэння праблем. Але гэта частка грамадства гэтага не заўважала ці не хацела заўважаць, але гэта было. Аднак цяпер гэта выходзіць на такі ўзровень, калі
сістэма не можа стрымаць сама сябе. Вось гэты рухавік рэпрэсіяў, ён движется і застанавіцца не плануе. Вось калі былі супрацоўнікі, вось як Андрэй, якія былі такім фільтрам своеобразным, да, своеасабістым, фільтрам для таго, каб не прымаліся рашэнні наконт таго, каб пасадзіць дамнага-дзетнага бацьку, да, там, каб зняць з пасады кагосьці ці пасадзіць нават былога там супрацоўніка проста так, таму што ён там неудобны, да, то цяпер гэтыя фільтры яны вымыліся з сістэмы. Самае галоўнае тое, што сістэма згубіла тармазы. Все, яна ляціць, яна будзе зносіць і тых, хто за, і тых, хто супраць, ужо не разбірацца. Хто сильнее, хто мацнее, тот і прав. Вось гэта яе такі будзе падыход. А да гэтага былі фільтры. Былі людзі, которые казалі, ну, слухайце, гэта не зусім закон, гэта прыляціць па шапцы, гэта, можа, не трэба рабіць. А цяпер гэтая сістэма стрымання ўнутры сістэмы, якая была зроблена адэкватнымі людзьмі, все, яе амаль няма. Ён не амаль, яе наогул няма. Таму што вельмі падтрымліваецца, каб выслужыцца, здаць кагосьці, знесці, падставіць і так далей. Таму гэтая праблема будзе толькі нарастаць, і гэта лагічнае падоўжанне гэтай фразы «іногда не да закона». Гэта будзе далей. Гэта было, але тыя маштабы, які будуць зараз, і адсутнасць фільтраў, гэта будзе катастрофа. Скажы, калі ласка, а з твайго досведу, калі на якіх пасадах ужо людзі пачыналі разумець, што яны могуць вось такім чынам падняць трубку, патэлефанаваць там в раённы аддзел міліцыі там ці чагось яшчэ і пачаць вырашаць пытанні такім чынам. Адкуль вось гэта пачынаецца? Дастаткова складанае пытанне, таму што гэта ж сістэма вертыкальная, да? То бок вышэстаячая арганізацыя яна магла гэта зрабіць. Там кіраўнік аблвыканкама, безумоўна, мог зазваніць кіраўніку райвыканкаму, але таксама гэты же кіраўнік райвыканкама мог звярнуцца да там УКГК, УКДБ, далажыць аб гэтым. Таму такая была трохі... Вось гэтая сістэма працавала. Цяпер я лічу, што яна ўжо не працуе. Аднак самыя галоўныя вырашэнні, самыя галоўныя пасады, якім ніхто нічога не можа супярэчыць, гэта былі Мінск, безумоўна, адміністрацыя прэзідэнта, Саўмін, міністры. Ну вось, даже па гэтай размове было чуваць, што пазванілі з міністэрства, міністр зазваніў на кантролі. Все, ну, на ўзроўні міністраў ужо там гэтыя людзі себе адчувалі каралямі і маглі вырашаць судьбы людзей. Ну, але ты вось у сваёй працы бачыў, да, такі падыход да вырашэння пытанняў. То бок ты сутыкаўся з тым, што калі штосьці патрэбна было вот разабрацца, там все вырашалася менавіта вась-вась, і ўвогуле наколькі гэта в той вот в папярэдняй сістэме было распаўсюджана яшчэ раней. Я не сустракаўся з там пасадкай чалавека непасрэдна па крымінальным артыкуле, але я бачыў, да, парушэнні заканадаўства по званку. Відавочныя парушэнні і не пісьмова, а именно у такой вуснай форме. Вось, напрыклад, там знос аднаго з гісторыка-культурных каштоўнасцей, была пастаўлена задача Качанавай, каб вырашыць праблему. І мы ўжо ўсе падпрыгівалі, каб гэта было законна. Але задача была, і яна была выполнена. А па сутнасці сваёй гэта было парушэнне заканадаўства. І мы ўсе да гэтага прылажылі сваю руку. Мы таксама кожны сваім подпісам, кожны сваім пісьмом парушалі, так, шлі на зговор со сваім сумленнем. Я как бы согласен в основном с Артемом, да? Артем. Да. Но я бы вот как бы не называл вот эту систему, которая существовала, система фильтров. Может быть, ее можно условно назвать, но только условно. Я бы назвал ее системой противовеса. Существовала система противовеса интересов. Причем интересов не общества, а отдельных структур, частей так называемого общества. В первую очередь власть имущих. Поэтому, если же какие-то, скажем, условности закона
соблюдения законов и были, то они были на уровне того, что закон использовался как борьба, соблюдение законов использовался как борьба в межклановых каких-то структурах. У меня в службе было таких примеров, ну, очень много. То есть, в первую очередь, ставились не интересы там отдельно каких-то личностей. Вот как я вот, например, сейчас сказал, да, вот был пример мой приведен, там, что на чем я сыграл? На том, что вот такой болезненный интерес Лукашенко к вот этим слоям многодетным и так далее, и все боялись эту тему затронуть, потому что действительно она, ну, это лицо общества, социально ориентированное государство, мы их не трогаем, мы их всячески пошли. Как Лукашенко сказал, я их всех левой сиськой взрастил. Блин, там сиська, наверное. Вот. Поэтому я бы сказал, что здесь вот такое. И я бы вот эту систему, которая противовесом, назвал бы еще система позвоночного права. Вот как сказал Артем, звонок. Я буквально каждый день встречался. Когда ты приезжаешь, если более-менее какое-то значимое лицо, он говорит, ну, парень, ты вообще знаешь, к кому ты приехал? Вот я сейчас набираю, показывает там номер телефона, сейчас я вот звоню, и вот тогда... И так далее. Единственный выход в этой ситуации, которым я пользовался, сразу было начинать оформление согласно законодательству документальной базы. То есть, ну, слава богу, тогда еще, как и бюллетени, тогда еще эти документы не уничтожались. Поэтому, если ты зафиксировал, то уже как бы обратного хода практически дать было невозможно. Но если же ты сделал паузу, не сделал этого, то уже начинается стопроцентное позвоночное право. Кто позвонил первый, тот и прав. Это было, и это, ну, сейчас это есть и в двойном размере, если не в тройном. Добра, едем далей. У нас другая тема не менш цікавая. Вось Медведев написал чарговы лист до украинцев. На Украине же зависимость полная от денежных вливаний в их экономику, подачки со стороны США и ЕС, до прямого руководства украинскими спецслужбами со стороны их американских патронов. Лера, у меня такое пытанне адразу да тебе. Скажи, калі ласка, для чаго гэта, по-твоему, пишется? Таму што для мяне, ну, гэта выглядае неяк дзіўна, што Медведев напісаў, што не патрэбна размаўляць з украінскім кіраўніцтвам. Спачатку Путин пісаў. Пасля быў адказ на адказ. Теперь еще Медведев написал. Ну, это выглядае, нібыта я за вами бегла 3 километра, каб сказать, наколькі вы мне не цікавыя. Ну, во-первых, сейчас это появилось после того, как опять-таки был разговор Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Зеленского. Телефонный разговор, на котором они обсуждали возможность того, чтобы до того, как Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии, провести встречу с Россией в нормандском формате. Но, к сожалению, одна из сторон, это Россия, вот после этого вновь вскипела и заявила о том, что о чем нам разговаривать, нам не о чем разговаривать. Вот, например, 11 числа появилась статья Медведева, в которой он начинает на украинском языке писать народне прислів'я, да, коза з вовком тягалася, тільки шкура від кози зосталася. Но только тут имеется в виду как раз-таки не о том, что это Украина есть козой, которая пытается тягаться с волком, а волк как раз-таки пытается нападать все время и чего-то требовать, соответственно, того, что нереально, что не прописано ни в Минских договоренностях, не в нормандском формате. То есть там, если анализировать, например, Медведева, это действительно клише, часто использованное для того, чтобы показать, что Украина — это что-то такое непонятное, у которой нет своей идентичности, как он пишет, просто постоянно пытается навесить ярлыки, что не умеющие люди вести переговоры, самоидентификации у них нет, кто они такие. Соответственно, все это риторика, ведется игра на публику, на свою, то есть как бы на российскую. Почему это происходит? Все из-за того, что они хотят оттянуть переговоры по Минским договоренностях, по нормандскому формату, из-за того, что сейчас как раз-таки должен скоро вступить новый канцлер Германии на свой пост.
Понятное дело, что если они сейчас проведут эти переговоры с Ангелой Меркель, то, естественно, все останется на стороне Украины, то есть Украина будет дальше требовать, чтобы был отвод войск, которые, как называет Россия, не ее, находятся на территории Донбасса и постоянно ведутся обстрелы. Соответственно, плюс оттягивание происходит, так как мы знаем, что хоть и нехотя, но Франция тоже поддерживает Украину в вопросах минских договоренностей. И если уж они встретятся, то здесь будет новое обвинение, которое сообщает о том, что когда были выборы в Госдуму в России, несколько тысяч украинцев с оккупированных территорий выезжали в Ростов-на-Дону, получали паспорта. Этому есть куча видео, которые снимали, новости показывали, голосовали на этих выборах. Украина требует того, чтобы эти выборы были не признаны, и что нельзя на территориях, которые сейчас как раз-таки в минских договоренностях прописаны как те, которые в подвешенном статусе, проводить выборы в Россию, в Госдуму, если ничего еще до конца по минским договоренностям не закрыто. Как можно это делать? Мы не согласовали это, и это незаконно было. Соответственно, из-за этого, опять же таки, начинается агрессивная риторика в сторону Украины, обвиняя, что Украина во всем виновата, что Украина плетет двойные игры с Россией, с Европой, с Америкой, пытается всех стравить, и нет никакого смысла с ней вести переговоры. Хотя, опять же таки, почему-то вылезли какие-то опять народности, но если говорить о народностях, то коренные народы, то 160 народностей находятся на территории России, половина из которых это как раз-таки коренные народы, которым не дают статус и признание, а мы как раз-таки даем в Украине это статус и признание, потому что они путают национальные меньшины постоянно с коренными народами, точнее не путают, а используют это, совмещая вместе, они называют фашизм, национализм, патриотизм одним словом, что это все фашизм. Вот, соответственно, здесь тоже, опять же таки, используется риторика по поводу того, что мы тоже порабощаем народности якобы, не даем им права выбора. Опять же таки идет предпосылка к Донецку, Луганску, которые сейчас оккупированы частично. Вот, соответственно, пытаются доказать, что мы нарушаем права у себя в стране тем, что мы вводим закон, ввели про коренные народы, хотя просто мы хотим защитить таким образом крымско-татарских представителей в Крыму, у которых постоянно сейчас на оккупированных территориях Крыма преследуют. Очень много заведено уголовных дел против их, против того, что они хотят как бы быть народом, своим народом, который находится на своей территории. Соответственно, этот вопрос тоже может быть поднят, потому что его постоянно поднимают в нормандском формате за круглым столом. Соответственно, нужно было все перевернуть, сказать, что это мы пытаемся все опять-таки перевести в какие-то непонятные диалоги, перекрутить, использовать на свой лад. Ну и, к сожалению, Лавров вчера опять-таки подтвердил, что у нас нет никакого желания общаться с Украиной, так как она самостоятельно не ведет политики внутри своей страны. На самой справе мне гэта нагадала такі своеасаблівы п'яны тарыф. Медведзеў спрабуе патэлефанаваць былой дзяўчыне, разумеючы, што яна ўжо з ім ніколі не будзе. Вось гэта вот приблизно так это выглядало. К сожалению, да. Нам пытаются постоянно в Украине объяснить, что мы не тем путем почему-то идем, хотя как раз-таки непонятно, в какую сторону идти, туда, где с нами хотят воевать и порабощать, и говорить, что мы не имеем права, и нам указывать, что как бы делать, какие законы вводить, а какие нет. Соответственно, из-за того, что не советуется Украина, точнее не хочет принимать советы как указ с Москвы, это не нравится. Але в гэтым артыкуле ёсць адзін вельмі цікавы момант, які, мне здаецца, варта разабраць крышачку глыбей. Вось давайте все разом про гэта поговорим. Вось тут цитаточка. Бабах. А вот украинские руководители, особенно первые лица, люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации. Просто мне здаецца, што якраз такі з гэтага пункту гледжання вельмі цікава, што украінскія кіруючыя слаі не вельмі доўга сябе асацыююць з вось гэтай краінай і
увогуле часам іхнія ўчынкі выглядаюць такімі, што ў іх сапраўды праблемы з вось гэтай самай ідэнтычнасцю, і яны сябе дагэтуль адчуваюць непрывязанымі да гэтай краіне. Яны, канешне, дэкларуюць, што яны ёй адданыя і гэтак далей, але па ўчынках мы бачым крышачку адваротнае. Дык вось, як думаеце, ёсць вось гэтая прывязанасць? І ўвогуле, наколькі яна важна, каб, скажем так, краіна далей нармальна функцыянавала і развівалася? Да, действительно, Владимир Зеленский, президент Украины, он когда-то раньше работал в России, у него был у него был и есть, наверное, сейчас 95-й квартал, который снимал фильмы и в Украине на заказы России, и, собственно, раньше было это, но это было еще до войны, до 2014 года, когда, собственно, начались все военные действия и противостояния. Владимир Зеленский, когда шел на выборы, единственное, чего он хотел, это все-таки, чтобы люди, он хотел, чтобы не разделялось вот это понятие, что мы все разные, точнее, что мы все один народ, чтобы мы не были как разные. Вот. Он пытается действительно, так как он не дипломат, и он все время в этом учится, и его люди, которые пришли с ним, его команда, они пытаются постоянно держать такой дипломатический такой контекст, да, то есть чтобы не перегибать палку, но и не оказаться на мировой арене, что как страна Украина, это какие-то националисты, как это описывает постоянно Россия. Вот. Но при этом, конечно же, не хватает вот этого вот умения вести правильно риторику и показывать, что такое украинская самоидентификация. То есть этого не хватает на нашей верхушке. Все это делает в основном украинская элита, то есть это проходит через культуру, это через кино, музыку и, соответственно, через тех политиков, да, которые сейчас есть, просто они ушли на чуть ниже, да, то есть там на второй план те же самые представители оппозиции. Вот. Единственное, что не меняется, это то, что украинский язык дальше продвигают украинскую культуру, но не с той силой, действительно, с которой это было раньше. Так как Владимир Зеленский, он все-таки пытается избегать сильных конфликтов, потому что их и так очень много с Россией в Украине, и он пытается найти какой-то общий подход, чтобы договориться все-таки за тот же самый нормандский формат, за минские договоренности, и чтобы меньше было очагов вот этих всплесков, да, агрессии со стороны России, но все равно не помогает. То есть Россия не хочет или не может этого видеть, то есть что пытаются все-таки хоть как-то найти какой-то общий язык. У кантэксце вось гэтага кейса і ў гэтага месседжа Медведзева, да, па-першае, вось я бы разглядаў вось гэтае пісьмо, вось гэты артыкул з пункту гледжання пасылу месседжаў. Если першы месседж гэта быў на электарат унутраны, расійскі, то бок, як так зробіць, каб і антыфашыстаў, камуністаў парадаваць і нацыяналістаў рускіх, да? Патрэбна кагосьці абазваць яўрэем-фашыстам. То есть ёсць праваслаўныя сталіністы, чаму не можа быць яўрэя-фашыста, да? Вось гэта быў месседж на ўнутраны рынок. Другой месседж, той, што адзначыла Валерыя, да, гэта вось да міжнародных эліт, што мы не будзем размаўляць з Украінай, таму што она не является суб'ектам, таму мы не будзем размаўляць, мы будзем з вами вырашаць. І выкарыстоўваць вось гэтыя канфлікты паміж элітамі на свой манер. А трэцяе месседж, гэта вось тое, што датычыцца украінскім элітам, кажуць: слухайце, вы там не до конца, можа, хтосьці яшчэ апрадзяліўся, давайте до нас, мы так подкупіць іх. Мы таксама договораздольныя, вырашаем грашыма, не грашыма, вы там не ўсе верыце ў сваю нацыянальную ідэю, ввогуле там частка з вас не украінцы, да? Таму давайте штосьці будзем там вырашаць. І вось з пункту гледжання гэтых месседжаў в Расіі ёсць логіка відавочная, імперская логіка на 100%. І калі мы, беларусы, гэта бачым у краіне, мы павінны разумець, што гэтая ж логіка тычыцца і Беларусі. Цалкам імперская логіка адносін да сваіх суседзяў.
І адзіны з пунктаў супрацьстаяння вось гэтай імперскай логікі гэта нацыянальная самаідэнтыфікацыя. У першую чаргу з мовы, з культуры яна будуецца, з гісторыі, з навукі. А ўжо потым эліты, которые упітаюць гэтую ідэю нацыянальную, гэтыя эліты яны фармуюць знешнюю і ўнутраную палітыку. І цяпер у Беларусі эліты, так званыя, яны ўвогуле можа і лічаць сябе беларусамі, але беларусамі з БССР, беларусіянамі, я не ведаю, як гэта назваць і сфармуляваць. Але гэта не зусім тая Беларусь, не незалежная, свабодная і моцная, а вось гэта такі малодшы брат моцнай Расіі, якога там можна шпыняць, там штосьці рабіць і гэтак далей. І вось задача, я лічу, беларускага грамадства дайсці да той меры успрымання значнасці нашай культуры і нашай гісторыі як незалежнай, моцнай і, галоўнае, свабоднай дзяржавы, якая мае права выбіраць, куды ей і чаму і калі ісці. Когда читаешь Медведева, вспоминается статья Путина. По большому счету, тут даже лексика, фразеологизмы использованы все из лексикона того же самого Владимира Владимировича. То есть там это такие на грани нецензурщины. Мне кажется, Медведев такой лексикон, я, по крайней мере, не слышал, когда он использует. Поэтому здесь прямой посыл Путина о том, что он хочет донести до властей, до Украины, до своего внутреннего электората, ну и внешнего. Это так называемый такой пробный камень, которому хочет сказать: все, украинское руководство недоговороспособное, мы с ними разговаривать не будем. Знаете как, давайте, это не прокатило, давайте нам следующее. Для белорусов тут самое важное, как бы не только в том, что, как себя ведет вот именно вот в вопросе самоидентификации, а последние слова в этой статье так называемого Медведева, если он автор этой статьи, и он говорит: а что же нам делать? Там говорится: а ничего, ждать, когда придет новое руководство. Для Украины это признание ее успехов. Если раньше украинцев, вот наших коллег, пугали их, вот мы дойдем за 2 дня до Киева, да, мы вот такие большие, да, мы такие серьезные. Сейчас они говорят: а что делать? Извините, большое первое лицо. Он говорит: а что делать? А ничего. И вот для белорусов ответ на эту пугалку, страшилку, когда говорят: вот если мы начнем сражаться за свою самоидентификацию, придет старший брат, придут танки, и от вас ничего не останется. Все будет, ребята, если мы будем действительно вести себя как белорусы. Ответ в этой статье не в начале на наши все беды, а в конце. Что будут русские делать? Точнее, не русские, а шовинисты имперские. Что они будут делать? А ничего. Они будут ждать. Ну и ждите, пожалуйста, ребята, когда Украина, она уже поднялась на ноги, и Беларусь ждет точно такая же ситуация. Мы на пути, мы родились как нация, мы на пути к серьезным, скажем так, переменам в будущем. Я думаю, что в принципе победа не за горами, хотя ее еще нужно достигнуть. І фінальна цытата тыдня. Просто побачыў і не магу прайсці міма. Некі Руслан Алехно. Бабах. Голод – это жизнь, сытость – это смерть. Так и со свободой. Дефицит должен быть в свободе. Он даже необходим. Откуда это идет? Это навязанные нам, славянским народам, европейские ценности, права человека. Да, я сустракаўся з гэтым чалавекам. Тому, слухайте, гэта жертва прапаганды. Гэтаму чалавеку, якога няма крытычнага мыслення. Лічыць, што ён палітык, што ён можа такія рэчы, на такія рэчы увогуле, якія думкі выказваць. Слухайце, гэта просто-напросто смешна. Таму што вы глядзіце, што робіць прапаганда. Яна выкарыстоўвае Руслана Алехно як палітычнага спікера. Слухайце, што гэта такое? Мы ўсе разумеем, што гэта крыза. У них крыза жанру. Таму што ім уже няма асобаў, якія штосьці могуць адэкватнае сказаць і ў рамках іх, в межах іх палітыкі. Таму яны ўжо выкарыстоўваюць Руслана Алехно, там і сёстры ці Груздзевы, яго толькі недасекава. То бок, вы разумееце, і аблічча гэтых людзей, гэта вось самыя такія заскарузлыя, да, такія вось ідэі,
жертвы прапаганды, інакш не могу назваць гэтых людей, тых грамадзян. На жаль, яны тоже частка нашага грамадства, і мы з імі павінны будзем дамаўляцца ў будучыні, але зараз гэтая меншасць не можа дыктаваць большасць. Гэта зразумела. Але так прыходзіць. Але вось гэтая сама дэфініцыя, да, што вот, просто рэальна, нібыта з Орвэла, голад — гэта жыццё, сытасць — гэта смерць, і вось са свабодай мусіць быць нейкі дэфіцыт. Лера, як думаеш, гэта увогуле адкуль вось гэта ўзялося, што нібыта у нашых славянскіх народаў нам вот, прытым, і паглядзі, як дзіўна, чалавек супрацьпастаўляе славянскае еўрапейскаму. Які маладзец. То бок, хаця славяне знаходзяцца тэрытарыяльна в Европе, і заўжды вось славянскія дзяржавы былі часткай еўрапейскай цывілізацыі. Вось як цікава. То бок, адкуль увогуле гэта ўзялося, по-твойму? Ну, опять же таки, здесь такая немножко тоже манипуляция сознанием людей, чтобы мы это одно, а они это другое. Для нас, нам нужно, так сказать, всегда быть в тонусе, и все вот это вот закормленная там буржуазия, нам с ними не по пути. Ну, это риторика такая, как, например, то же самое говорить, что в России говорят, что посмотрите, там загнивающая Европа, нам с ними не по пути, мы вообще другие нации, другая нация, другой мир, должны идти своей дорогой. Понятно, что мы должны быть собой, каждый должен понимать, кто он есть, да, но здесь идет такое вот, как немножко показывание того, что это что-то инородное, этого нужно бояться. Вот. Но, как ты сказал, действительно, славяне — это часть Европы, это тоже европейские нации, и мы тоже находимся в Европе. Ну, я считаю, что высказывание Лихно — это всего лишь такая грубая, не совсем удачная попытка показать, создать иллюзию широкого круга лиц, создать такую иллюзию, что у нас большой круг лиц, в социальную сферу, может быть, как-то раздвинуть, поддерживающих существующих режим. Вот как бы они, Озаренок, Озаренок уже как бы приел совсем. Надо какие-то вводить новые лица в пропаганду. Ну вот есть Лихно. Там уже все забыли, кто он там, певец или нет, но они еще помнят. І вось тут вельмі цікавая рэч якраз такі наконт ягонага разумення. Вось чалавек сам кажа. Цитата. Почему-то кто-то решил, что я разбираюсь в политике. Кто это решил? Мы сами это решили. Кто сами? Нам навязали это. Дали поиграться в политику, но мы там не понимаем ничего. Занимайтесь своими делами. Артисты, пойте песни. Ведаеце, мне пасля гэтай цытаты, напэўна, здаецца, калі гэтаму чалавеку на подносе, на талерцы подсунуць вялізную кучу, ён яе мусіць з'есці, таму што ён што, кулінар? Ён атрымаў нейкую кулінарную адукацыю і разбіраецца, што смачна, а што не, на, еш. Вось тая ж самая логіка, мне здаецца. Мне показалось, что вроде бы это написал Лукашенко ему последнюю строчку: артисты, занимайтесь своим делом. Но это такая вот чисто его стиль такой разговора. Вот, разумееце, яму далі такую нататку, што ён там прачытаў, што ён павінен казаць. Але ён таксама апрацаваць добра не змог. У него пачалося свае какие-то... То бок, відавочна, што узровень чалавека, да, паказвае, што не можа даже рабіць вось гэтую прапаганду так добра. Вот последнее слово, гэта амаль поток ідзей, поток мысляў, як Лукашенко, калі яго нясе. Вось адзін у адзін. Гэта говорыць аб тым, што гэтыя даже попытки прапаганды і паўліяць, і паўплываць на людзей, казаць ім, што вы ўсе там не разбіраецеся, мы артысты павінны спяваць. Гэта же таксама гэты наратыў. Наратыў, які кажа Лукашенко, прапаганда, не лезьце ў палітыку. Галоўнае для іх, каб мы не лезлі ў палітыку. І вось тое самае кажа Лихно. І ён не разбіраецца ў ёй, не хоча разбірацца, і гэта ретранслюе.
Вось на гэтай цікавай ноце мы, паважанае гаспадарства, і скончым сённяшнюю праграму, ды развітаемся з нашымі спікерамі. Бачце, лукашыстам залежыць, каб беларусы сидзелі як мыш пад венікам і не выказвалі ніколі свайго меркавання і, не дай бог, не змагаліся за яго. Аднак у сённяшнім свеце немагчыма быць па-за палітыкай, так што захоўвайце бадзёрасць духу і не дазваляйце розным калгаснікам ды іхным халуям вырашаць за вас вашу будучыню. Вы глядзелі праграму без акрэдытацыі, з вами быў Зміцер Міцкевіч. Добрага вам вечару і добрых выходных.